Сегодня в Казани закончились двухдневные гастроли театра Седлерс Уэллс в рамках перекрестного года культуры Великобритании и России. Спектакль «Неподвижный поток» – демонстрация авторского почерка хореографа Рассела Малифанта. Казанцы не избалованы постановками в стиле модерн, и поэтому с интересом отнеслись к хореографическому действу. Подробности в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Вояж театра Седлерс Уэллс из Лондона не первого британского творческого коллектива в рамках перекрестного года России и Великобритании отчасти утолил информационный голод по поводу живого созерцания труппы со своими традициями. Как известно, шекспировский глобус в нашем городе не появится. По сути, это вторая труппа из Лондона, которая привезла свой материал, основанный на авторском почерке и размышлениях. Первой была труппа британского танцовщика бенгальского происхождения Акрам Кхана «Вертикальная дорога» на проводимом в Казани фестивале «Территория». «Неподвижный поток» – это минималистический с точки зрения оформления и авангардный по возможностям человеческого тела танцевальные миниатюры, соло, дуэта и трио без единой сюжетной линии. Вязкие тягучие мелодии иллюстрируют контакт человека и светового луча, где существует танцовщик, медитирует зрительный зал. Иного здесь не дано. Британцы, а это участники международного чеховского фестиваля, который в последнее время делает упор и на искусство пластических импровизаций, показали новую театральную плоскость. Это не надо ждать, что это будет какое-то шоу завлекающее. Это действительно надо себя надо подготовить к тому, что это будет просто я не знаю, как какие-то философские учения, какие-то книги по философии, по мирозданию. Полуторачасовое выступление выдержано в камерном, почти что невесомом состоянии. Сплав физиологии, анатомии, биомеханики, изломанные линии рук, круговые спиралевидные вращения и отсутствие эмоций требуют пристального рассмотрения и крупных планов. Такой анализ возможен лишь на камерных площадках и малых сценах, где контакт артистов со зрителями на флюидальном уровне вполне оправдан. В данном конкретном случае академическая площадка оперного театра словно вступает в конфликт с предложенным театральным товаром. Это, конечно, любопытный эксперимент и для вас, и для нас. Эта совокупность телодвижений дает новую среду. Вы словно попадаете в интерактивную игру. В Европе подобных трупп превеликое множество, которые и составляют лицо хореографического продукта, потребляемого современными зрителями. Есть чему удивиться, как, впрочем, европейцам от увиденного русского классического балета. Change состоялся. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рженко, телеканал «Эфир».